баскан моңдарың, шул йырларың, шул моңдарың менән бидәй бетә кеүек Хәйбулланың данлы йөрдәрең. В этих краях, где беркуты летали, в этих степях, где песни пел Курай, город Сибай, тебя здесь основали те, кто любил родной Уральский край. Эй, Сибайым, йөрәк кенәм һиндә генә тиһәм, күңелемдә Хәйбулланың дала киңлеге. Әбйәлилдең күлдәр зәңгәрлеге, Баймағымдың күкһел ирәндеге, Йылайырдың урман тәрәнлеге, барыһы ла тулып һайған икән, Сибайымдың тергәндәре микән, күңелемдә һеҙ тыуғандар икән.
рады приветствовать вас. Хәерле көн, мөхтәрәм кордаштар, Хәйбуллалар. Хәерле сәгатьтә дип башлабыз көтеп алган мәртәбәле очрашуды Хәйбулла йөрлегендә Сибай көндәрен. Дорогие друзья, вас приветствовал народный ансамбль танца ЕТРУ Сибайского института Башкирского государственного университета. Етәкчесе Башкортстан Республикасының атказанган артисты Азат Набиуллин. Дорогие друзья, наш город по праву считается образовательным, медицинским, промышленным и культурным центром Башкирского Зауралья, центром общественной и спортивной жизни. В городе проживают около 64 тысяч человек. Сегодня вам предстояла прекрасная возможность поближе познакомиться с жизнью нашего города Сибай. Сибай көндәре дип Хәйбуллалар, спортсмендар килеп күз сынашты. Уку йортларының вәкилләре укучылар белән очрашты. Матур үткән очрашулар көнен матур концерт менән тамамлайык. Хәйбулланың сагыл талантларын әйдә Сибайга тиң сакырайык, хүдде хуҗаларга тапшырайык. Слово для приветствия предоставляется исполняющим обязанности главы администрации городского округа город Сибай, заместителю главы по социальным вопросам Ильгизу Рахимьяновичу Хайруллину. Сәхнә түренә рәхим итегез. Кадерле безнең якындар, достар, кадерле хуҗалар, исән күңелдән һезне тәбрикләйбез Сибай халкы исеменнән, үзебезнең Сибай балаһының хакимият башлыгы исеменнән, Халид Хамзович Сулейманов исеменнән. Әлбәттә, без куанып килеп беттек. Монда ни өчен дигәндә, безнең Сибай балаһы белән Хәйбулла районы бик якын тугандар һәм ни өчен дигәндә, безнең предприятиелар охшаш, шулай бит инде. Я хочу поприветствовать от имени горожан, уважаемые хайбулинцы, от имени главы администрации Халида Хамзовича Сулейманова, от имени всех сибайцев. Мы с особым волнением приехали на эту землю, потому что действительно эта земля очень близкая нам, по духу. Но если только взять горнодобывающую отрасль, мы знаем, что это основная отрасль и для вас, и для нас. Сегодня практически 80% бюджета у нас составляет именно нашего города, именно горнодобывающую отрасль. Я сегодня также хочу сказать, вот ведущие уже говорили, в городе Сибай у нас действительно сконцентрированы ведущие учреждения образования, культуры, медицины и спортивные сооружения. И я не побоюсь этого слова, наверное, многие, значит, которые сегодня работают в Сибае, это выходцы с Хайбулинского района. Среди вот даже здесь присутствующих артистов великолепных, вот даже ведущие наши, они выходцы из Хайбулинского района. Нам это приятно, потому что действительно вы сегодня составляете основной костяк студенчества, ну и работающей молодежи. Это, в принципе, нормально. Но и город Сибай представлен в вашем районе очень сильно. Мы знаем, вот в последнее время у вас очень бурно развивается горная отрасль. И практически, значит, основные работники горнодобывающей промышленности – это сибайцы. Работают они по-разному. Кто-то, значит, переезжает сюда на постоянное место жительства, кто-то, значит, вахтовым методом. Вместе мы осваиваем нашу благодатную землю. Я сегодня хочу, пользуясь случаем, еще раз, значит, попросить хайбулинцев, чтобы вы, вот особенно здесь сидящих взрослых, родителей, чтобы вы без боязни, с особым волнением и с особым удовольствием, чтобы своих детей отпускали поступать, учиться в наш город Сибай. По двум причинам. Первое, мы с вами самые близкие по духу соседи. Ну и во-вторых, я думаю, действительно, город Сибай, он по духу очень близкий. Ну и расстояние очень близкое. Поэтому то, что вот сегодня перед вами выступали наши директора среднеспециальных высших учебных заведений, приглашали вас, они говорили от души. И на самом деле, значит, знания дают они очень хорошие, основательные. Поэтому отправляйте своих детей.
Ну и, конечно, я сегодня, пользуясь случаем, хотел бы вас благодарить за то, что вы вырастили на своей земле очень много талантливых людей. Сегодня вот вы, наблюдая за этой сценой, наверное, своих земляков тоже увидите. Действительно, эта земля очень благодатная, талантливая земля. Здесь земля тружеников. Сегодня я посещаю объекты образования, культуры, спорта. Я еще раз убедился, что вы работаете от души, на совесть, работаете для людей, и причем основательно. Мне этого было очень приятно. У каждого педагога, у каждого руководителя горят глаза. Значит, хотят рассказать, хотят показать, чем они занимаются. И очень приятно, что вы сегодня ставите для себя очень высокую планку. Наверное, так и должно быть. Республика Башкортостан, она сильна своими районами и городами. Что касается нашего города, возвращаясь, то город Сибай, он хоть и небольшой, у нас всего 64 тысячи населения, но тем не менее, город, он сегодня ведущий, он является столицей Башкирского Зауралья. И сегодня, я сегодня могу с уверенностью сказать, что многие наши показатели, они превышают даже размером побольше городов. Мы последние по эффективности показателей мы заняли 4-е место по республике Башкортостан, уступая лишь нашим некоторым ведущим городам. Это очень приятно. Ну и, коллеги, позвольте мне, уважаемые хайбулинцы, пользуясь случаем, от имени всех сибайцев, пожелать вам всем крепкого здоровья. Пожелать вам, чтобы у вас и в дальнейшем все было хорошо, чтобы вы жили богато, чтобы был ли у вас урожай, чтобы у вас развивалась горнодобывающая отрасль. Ну и, конечно, если будут деньги, будет развиваться и социальная составляющая. Сегодня у вас это все есть. Вы идете вперед. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы действительно Хайбулинский район, как всегда и был, чтобы и оставался процветающим районом. Зор рахмет, Мурсатар Теляем. Дорогие друзья, слово предоставляется исполняющему обязанности главы администрации Хайбулинского района, управляющему делами администрации муниципального района Хайбулинский район Шакиру Аюговичу Давлешину. Дорогие хайбулинцы, уважаемые гости, я от имени главы администрации нашего муниципального района Ибрагимова Раиль Хазмуратовича рад приветствовать вас всех в этом зале. Мне очень приятно приветствовать на земле Хайбулинского района такую большую делегацию из города Сибая. Как уже было сказано, у нас очень много общего. У нас общая, можно сказать, территория, мы добрые соседи. У нас очень много общего в образовании, в медицине. У нас очень много в промышленности. И, конечно же, когда мы говорим о городе Сибае, о ближайшем научном, образовательном и медицинском центре, мы всегда рады участвовать во всех мероприятиях, которые проводятся в городе Сибай. Прекрасно зная наши добрососедские и добрые отношения, которые долгие годы уже продолжаются, мы всегда рады приветствовать на нашей территории артистов из Сибая, из Баймакского района. И хотелось бы, пользуясь моментом, поблагодарить всех присутствующих здесь наших гостей из города Сибая за то, что провели очень насыщенный день сегодня, проверили или диагностировали, медицинский работник, диагностировали более 100 человек. Прекрасный, праздник спорта провели. Также, педагоги наши обменялись опытом. И сейчас, в конце, вот этого дня, я уверен, будет прекрасный праздник, прекрасный отдых для нас. И, пользуясь моментом, я бы хотел вручить маленький подарок по традиции от имени всего хайбулинского народа. Здесь изображены
наши хайбулинские лошади. А в народе у нас лошадь это символ добролюбия, значит, трудолюбия, силы и здоровья. Поэтому я хочу пожелать жителям города Сибая здоровья и благополучия. Шакир Айбович, Минда, если позволите, я хочу вручить вот эти памятные книги о нашем городе, в разные годы изданные, юбилейные, значит, 50-55 лет. Значит, книга «Сибай – это навсегда», ну и видеокассета тоже о наших праздниках. Я думаю, тоже будет памятным знаком. Примите от имени сибайцев. Спасибо, Зуррахмат Хабьян. Приятного вечера. Несмотря на свою молодость, Сибай – главный очаг культуры башкирского Зауралья. На сегодняшний день здесь функционируют 23 учреждения культуры разной ведомственной подчиненности, 5 учреждений республиканского подчинения и 9 учреждений муниципального значения. 20 коллективов художественной самодеятельности имеют звания народной и образцовой. Калабыздың мәдәният өлкәһе гөрләп яшәй. Елына 9 йөздән ашу мәдәни саралар үткәрелә. Үзешмәкәр коллективлар республика һәм халыкара бәйгеләрдә катнашып, призлы урыннар яулый. Бүген һезнең игътибарыгызга калабыз талантларының йыр-моң гөлләмәһен бүләк итәбез. Эй, һалаукай, бер каравым, бары бер каравым етер кеүек ине. Һинең күҙҙәр уйҙарымдың серен һүтер кеүек ине. Ҡарағайным, йондоҙ араһынан осоп үткем килде. Дөрһөлдәгән йөрәгемде бүләк иткем килде. Арсын. Я аңлайым. Алъямай гына тор инде әзрәк. Унда кызлар гына түгел, егеттәр дә бар бит. Сәхнәлә республика быйыл бәйгеләре лауреаты Ынйыкай халык быйыл ансамбле. Бүрәнәлә быйыл етәксеһе Башҡортостан Республикаһының ат ҡаҙанған артисткаһы Эльвира Аҡназарова. Ҡаршы алығыҙ.
Народный ансамбль танца «Аньехай». Крылатые танцы летят для народа, для нашей земли родной. Льются песни наши свободно, люди труда, отдохните душой. Дорогие друзья, на сцене солист Сибайской государственной филармонии Рустам Хасанов. Какая песня без баяна? От Волги, от Урала, песня журавлиная моя. Проживи 100 лет, огляди весь свет, но вернись в родимые края. Какая ж песня без баяна, какая ж Марья без Ивана, какая ж Волга без Руси. Песни возвращаются, как птицы, как бы труден не был перелет. Вновь с берез листва мне шепнет слова, вновь негромко сердце запоет. Какая ж песня без баяна, какая ж зорька без росы, какая ж сказка без обмана, какое ж горе без слезы. Если жизнь сложилась словно песня, значит песня сложена про жизнь. Про родимый край так баян сыграй, чтоб жилось и пелось от души. Какая ж песня без баяна, без росы, какая ж Марья без Ивана, какая ж Волга без Руси. Солист Сибайской государственной филармонии Рустам Хасанов. В Сибае созданы хорошие условия для реализации замыслов и возможностей каждого молодого человека. Самые современные профессии получают студенты города Сибай. Всегда открыты двери для молодых в учреждениях дополнительного образования, в кружках и спортивных секциях. Во всех учебных заведениях имеются коллективы художественной самодеятельности, которые активно принимают участие в культурно-массовых мероприятиях города. Встречайте народный ансамбль танца «Акюндул» Сибайского педагогического колледжа, руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Башкортостан Нияз Байзигитов.
Ансамбль обладатель Гран-при Республиканского фестиваля художественного творчества студентов Башкортостана «Студенческая весна-2012». Татарский танец. Bizning qizlar narsati. Estağfurullah. Kızlar, abone yigitlar narsati. Ko'rish deylaydi. Bizning garamon narsati. Miyov deylaydi. Hey gina. Başındaki fıtırların kaşına paradan para, samavur bir kuturgalı, даже очень хороша. Народный ансамбль танца «Ат Йонду». Хазина төяге ул Сибай, ғажап бай алтынға, бақырға, ирәндік буйларын балқытып, ынтыла ул зәңгәр сатырға. Нисә қараһаң да уға күңел һоҡланып туймай. Ис китерлек мөғжизәләр ижад итә ул Сибай. Ҡәҙерле дуҫтар, сәхнәлә үҙе ижад иткән йыры менән һеҙҙең яҡташығыҙ Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Мәмдүҙә Илбәкова. Ҡаршы алығыҙ дуҫтар, миҙгелдән.
В городе Сибай художественно-эстетическому образованию детей уделяется большое внимание. В 5 школах дополнительного образования обучается более 1500 учащихся. Также в 2012 году учащие школ дополнительного образования приняли участие в 25 конкурсах различного уровня и заняли 88 призовых мест. Из них 3 гран-при, 26 первых мест. За первый квартал текущего года учащиеся школы уже заняли 2 гран-при. И я с удовольствием на сцену приглашаю ансамбль, внесший немалый вклад в копилку побед города. Лауреат международных конкурсов «На крыльях таланта и вдохновения», республиканских конкурсах во славу Великой Победы и соцветия дружбы, детский вокальный ансамбль «Подсолнух» детской музыкальной школы, руководитель Альбина Ахметова. И со скоростью ракеты в то же утро очутилась над краю планеты мимоходом, мимолетом, теплоходом, самолетом. Адресованная другу ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Адресованная другу ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Можно с веселкой сердечной и грустить, и веселиться, и разгром с каждым встречным. Можно песней поделиться мимоходом, мимолетом, теплоходом, самолетом. Адресованная другу ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Адресованная другу ходит песенка по кругу, потому что круглая земля.
Детский вокальный ансамбль «Подсолнух». Шундайында бейүсләр була. Дәрт токана һәр бер йөрәктә. Оскон һалган оскондарҙы хәҙер саҡырабыҙ һеҙҙең күрмәккә. Сәхнәлә балалар сәнғәт мәктәбенең өлгөлө балалар бейеү ансамбле «Оскон». Етәксеһе Сания Хайбуллина. В прошлом году этот ансамбль принял участие в 4 конкурсах и фестивалях и занял 12 призовых мест. В феврале 2013 года на международном детском и юношеском конкурсе фестивалях «На крыльях таланта» ансамбль «Оскон» стал обладателем гран-при. Ҡаршы алабыҙ дуҫтар, алҡыштар менән байрам бейеүе. Оскон өлгілі балалар бейеу ансамблі. Дорогие друзья, на сцене Абдурашид Алавадинов, соло на саксофоне. Сибайский колледж искусства.
песней жить на свете интересней, а без нее никчемен человек. Ведь жизнь сама чарующая песня, и петь ее не надоест вовек. Илкәйемдең ягды таңы ата, йөрәк тула язгы ярһаудан, ярһау хисләр ургый күңелдәрдә. Кем йырламай түзһен, йыр һуҙһаң. Сәхнәлә төбәк ара, халык ара йыр бәйгеләре лауреаты, Рәсәй Федерацияның талантлы яшьтәр премияһына лайыҡ булған Сибай дәүләт филармонияһы солисткаһы Зәлиә Нурлы. Башҡорт халыҡ йыры Мияс буйы. Сочинял сапожник песню целый день, их сегодня сочиняют все, кому